Дефицита продуктов на отечественном рынке не будет. Такое заявление сделали накануне в Роспродсоюзе. Несмотря на заверения профильного союза, жители Коми обеспокоены проблемой доступности товаров. Впрочем, переживать не стоит. Решила с утра перед работой проверить, действительно ли в магазинах пустые полки и все сметается под ноль. Ну вот посмотрим, приехала с утра на рынок Народный в Орбите. Магнит и Пятерочка вчера радовали ассортиментом, а вот что делается с маленькими магазинчиками, с небольшими предпринимателями, сейчас и проверим. Есть ли дефицит товаров вообще? Нет, у нас нет. У вас нет дефицита, то есть все нормально, полки полные? Да, у нас нет ажиотажа, у нас... Полки в магазинах под контролем профильного ведомства. Специалисты Минсельхоза Коми ежедневно проводят мониторинг. Работа ведется и с сельхозпроизводителями. Следят за наличием необходимых минеральных удобрений, кормов и необходимых комплектующих. На территории Российской Федерации сегодня мы производим практически все виды продовольственных товаров, необходимые для удовлетворения потребностей населения России. Республика не исключение. Мы производим небольшой объем продовольственных товаров, но поставляем мы в основном российский продукт. На полках розничной торговли объем импортных товаров составляет менее 1%, и это, как правило, такие товарные группы, как кофе, чай, деликатесные какие-то продукты, сыры и так далее. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, продукты в запасе есть. Съедобный резерв постоянно пополняется, а с завышенными ценами следят специалисты 4 ведомств. Любое колебание цен отслеживается и проводится анализ совместно с Федеральной антимонопольной службой, органами контроля, в том числе прокуратуры и МВД. Поэтому со всеми хозяйствующими субъектами проведена работа о необходимости соблюдения ценового паритета, в том числе на социально значимые продовольственные товары, и недопущения значительного роста цен. Снизить наценки на социально значимые продукты планируют на законодательном уровне. В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий накрутку стоимости продукции. По мнению специалистов, такая мера позволит стабилизировать цены и поддержит население.